Таджикистан вызывает все меньше доверия. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как эксперты высказались о международной репутации Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Неспособность решения внутренних проблем, экономическая зависимость от внешних факторов, декларирование одних принципов и применение совершенно других, по словам независимых экспертов, существенно ухудшили репутацию Таджикистана на международной арене. Но в правящих кругах такие оценки вызывают удивление. Околовластные круги приписывают Таджикистану продолжающийся рост авторитета на международной арене. Репутационные потери Таджикистана в экспертных кругах часто связывают с нарушением прав человека, нескрываемым непотизмом, зависимостью экономики от денежных переводов мигрантов и, как следствие, с нежеланием крупных западных инвесторов вкладывать в экономику страны, что уже привело к увеличению зависимости от одного кредитора – Китая. Принцип суверенного равенства в международных отношениях не позволяет открытого пренебрежительного отношения к тому или иному государству. Однако по уровню сотрудничества со страной, желанием инвестировать в ее экономику, оказывать ей финансово-экономическую поддержку, складывается общая картина доверительного отношения к ней. Как вы относитесь к такому раскладу дел? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Взаимодействие с Таджикистаном в этом смысле с каждым годом меняется не в лучшую сторону, полагает таджикский журналист Марат Мамадшоев. Из года в год власти декларируют одни цели, а ведут себя совершенно по-другому. Мы видим, как отбирается бизнес, ограничивают деятельности предпринимателей, совершаются какие-то непонятные действия против сотовых компаний, не связанных с властями. Создаются ненужные монопольные органы вроде ЕКЦ. Складывается такое впечатление, что кто-то намеренно хочет показать, что таджикские власти не являются надежными партнерами и, конечно же, к ним относятся соответственно, говорит Мамадшоев. В качестве примера он указывает на конфликт Национального банка с МВФ в 2008 году. В то время фонд обвинил правительство Таджикистана в предоставлении недостоверной информации о золотовалютных резервах Нацбанка. До этого МВФ в течение 5 лет выдавал Таджикистану кредиты на общую сумму в $80 миллионов. Однако после заявления МВФ банк был вынужден вернуть более половины этой суммы. Аудит по итогам проверки указал на возможную причастность к махинациям. Но кредитная история – это не единственный факт, свидетельствующий в пользу ухудшения международной репутации страны. Официально демократический Таджикистан по итогам 2020 года находится в самом низу индекса демократии, который ежегодно составляют независимые эксперты и занимает 160 место. В последнем отчете Freedom House Таджикистан отнесли к группе стран худшие из худших в отношении политических и гражданских свобод. В группу из 12 наихудших государств нарушителей прав человека вошел Таджикистан наряду с Северной Кореей, Туркменистаном, Сирией, Саудовской Аравией, Китаем, Ливией и Сомали. В ежегодном индексе свободы прессы, который составляет организация «Репортеры без границ», республика занимает 161 место из 180 стран. В борьбе с коррупцией за 2020 год Таджикистан расположился на одной строке с Мозамбиком, Нигерией, Мадагаскаром, Камеруном и Ираном, заняв 149 место и 25 баллов из 100 возможных. В отчетах международных организаций Таджикистан критикуют за открытый непотизм, где члены президентской семьи контролируют законодательную и исполнительную власть, а сам президент имеет полномочия назначать судей, что фактически дает ему возможность контролировать и судебную власть. Власти республики не раз обвинялись в создании искусственных условий для роста и процветания определенных компаний, принадлежащих родственникам президента. В частности, об этом отмечалось в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Но в околовластных кругах не согласны с мнением о том, что государство несет репутационные издержки. Руководитель аппарата правящей Народно-демократической партии Абдурахмон Хонов говорит, что Таджикистан – единственная постсоветская страна, пережившая гражданскую войну и, несмотря на большие потери, смогла во многом восстановиться. Одним из главных факторов повышения имиджа страны на международной арене было восстановление мира и единства в Таджикистане. Сегодня нашу страну в мире признают как стабильно развивающуюся, где соблюдаются все демократические принципы, а ее авторитет растет шаг за шагом, говорит Хонов. По его словам, парламентские и президентские выборы в Таджикистане показали высокий уровень политической культуры граждан, что также благоприятно сказались на международной репутации страны. В качестве аргументов в пользу повышения имиджа Таджикистана Хонов указывает и на глобальные инициативы Таджикистана, среди которых объявление 2005-2015 годов Международным десятилетием действия «Вода для жизни», объявление 2013 года Международным годом по водному сотрудничеству, создание Международного фонда по защите ледников и тому подобное.
Как вы считаете, это преднамеренное игнорирование фактов? Или в стране действительно считают, что они на хорошем счету у других стран? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.